В Ялте проходит туристический форум «Открытый Крым». В нем принимают участие более 100 представителей туристических компаний из различных регионов Российской Федерации. Основная цель форума – организация деловой площадки для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития туриндустрии, создание условий для проведения переговоров и установления перспективных контактов между туроператорами и другими участниками туристического рынка. Фирма Зиры Фатеевой в туристическом бизнесе уже 15 лет. Недавно они стали предоставлять услуги в сфере онлайн-бронирования. Зира Ханым рассказала об особенностях этого направления деятельности. И предоставляет весь перечень услуг не только туристу, который может у нас забронировать от отеля до столика в ресторане, музея, такси и всего прочего, всех сфер услуг. Но и мы взаимодействуем с ательерами, оказываем им информационные услуги. Оксана Шустикова, сотрудник всероссийского сервиса онлайн-бронирования жилья, принимает участие в форуме не впервые. Она отметила, что туристы, предпочитающие отдых на Черном море, чаще выбирают Крым, а не курорты Краснодарского края. Бронирование началось еще в ноябре прошлого года. В прошлом году в основном запрос был популярный в интернете «Отдых в Крыму». То есть турист российский, он плохо знал Крым, он не выбирал конкретные города. Сейчас же именно набирают в интернете преимущественно это отдых в Ялте, отдых в Евпатории, отдых в Севастополе. То есть это вот именно города, которые больше всего сейчас ищут. Гость форума, тележурналист, президент школы искусств и медиатехнологий Арина Шарапова поделилась с участниками конференции информацией о том, какой образ Крыма сложился у россиян и чего ждут гости полуострова этим летом. Известная телеведущая считает образование частью экономики туризма. Фундамент заложить образовательный сектор, потому что образование в данном случае несет под собой два направления. Это работа с туристическим менеджментом, туристическим персоналом. Это один образовательный аспект, который абсолютно необходим, потому что такие понятия, как эффективная работа, она закладывает в себя такие понятия, как коммуникация, умение общаться. В ходе пресс-конференции заместитель председателя Совета министров Руслан Бальбек отметил, что повышение туристической привлекательности Крыма находится на контроле у правительства и является одной из приоритетных задач. Крым пришел к тому, что сегодня есть четкая градация между туроператорами. Выстраиваются те отношения, при которых все участники туристической сферы понимают, каким образом улучшить курортный сервис и каким образом сделать так, чтобы совместная деятельность была полезной для всех участников туристического рынка. По словам вице-премьера, вся дилерская сеть, которая находится на материке, должна иметь эффективный канал коммуникации через туроператоров. Туроператоры – это та фабрика, которая формирует туристический продукт и соединяет коллективные средства размещения. То есть то, что для нас очень важно, является приоритетным, это авиасообщение, потому что по итогу именно авиасообщение дает цикличность, так необходимую для коллективных средств размещения, чтобы по итогу иметь возможность прогнозировать заполняемость, привязываться к цикличности и по итогу не допускать простоя номерного фонда. Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий сообщил, что при министерстве создана рабочая группа по развитию религиозного туризма. Кроме существующего паломнического тура путями крымских ханов, в разработке находится еще один «Пасха в Крыму». Министерство готово оказать любую информационную и организационную поддержку всем конфессиям, у которых в течение года будут большие религиозные праздники. На наш взгляд, это то, чем богат Крым, и мы должны объявить на всю страну, что действительно и Пасху, и Курбан-Байрам можно праздновать в Крыму. Поэтому мы будем конфессиям оказывать всяческую поддержку. Министерство курортов прогнозирует повышенный интерес в Крыму на майские праздники, поскольку регион лидирует в топе запросов по внутреннему туризму. С начала года Крым уже принял 203 тысячи туристов. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. Среди регионов традиционно лидирует по популярности южный берег Крыма, куда направляется каждый второй турист. Каждый четвертый выбирает для отдыха Евпаторию и западное побережье, а каждый седьмой – Восточный Крым. Айше Шулакова, Виктор Еланцев, телеканал Миллет.